Глава соцфонда поделился идеей, как можно заинтересовать предпринимателей, чтобы те стали исправно платить страховые взносы. По словам чиновника, все дело в тарифе. Создана даже рабочая группа, у которой есть ряд предложений, на сколько процентов надо снижать и в каких отраслях. Эксперты говорят, что при положительном развитии событий бизнес можно будет вывести из тени. По моему личному мнению, нам надо увеличивать административные силы, а также тарифы. Во-первых, их надо сделать такими, чтобы бизнес был заинтересован их выплачивать. Сегодня идет работа, у нас есть рабочий план, мы внесем его. Вы знаете, бизнес смотрит, где доход и где расход. Поэтому если снизим расходы через тарифы, то будет заинтересованность, а заодно и выведем из тени деятельность предпринимателей. Идея чиновника пришлась по душе депутатам. Тем более, что при проведении правильной тарифной политики в пенсионном фонде не будет недостатка средств. Кстати, о пенсиях. По словам чиновника Ирсалиева, в Кыргызстане хоть их и немного, но есть люди, которые ежемесячно получают от государства до 100 тысяч сомов в виде пособий. Кто знает, быть может, у этих граждан перед страной имеются большие заслуги. Вот только депутат Кенжебек Букоев высказался за равноправие. Возможно ли уравнять пенсии работников всех сфер? Учитель со стажем 40 лет получает пенсию 4000 сомов, фермер 3000 сомов, а спецназовец со стажем 10 лет уходит на пенсию в возрасте 30 лет и получает 10-12 тысяч сомов. Можно ли тут как-то пересмотреть ставки? В ответ глава соцфонда Ирсалиев отметил, что в настоящее время над уравнением начислений в ведомстве активно работают. А что касается принципа формирования пенсий работников силовых структур, то тут есть различия, так как они освобождены от страховых взносов, уточнил чиновник. Пользуясь случаем, он также пообещал, что в скором времени ведомствам будет предложен пакет изменений. Кстати, на днях счетная палата заявила о недопоступлении соцфонду дивидендов на общую сумму в 525 миллионов сомов от энергокомпании. Сумма солидная, а потому нардепы поинтересовались у главы ведомства, какие меры принимаются по их возврату. Мы создали совместно с Министерством экономики рабочую группу по внесению поправок об обязательной выплате дивидендов, но для этого считаю необходимым внести поправки в законы об обязательной выплате прибыли. Вот только депутаты слегка пожурили чиновника, отметив, что если в ведомстве думают о прибыли, то не нужно сидеть сложа руки, а действовать, своевременно применяя контрмеры при внештатных ситуациях. Медарбек Мамбеталиев, Нурмухамед Абдымаджинов, новости Ош Перим.